Добрый день, дорогие телезрители! В эфире после небольшого перерыва, связанного с совершенно различными аспектами, старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много лет с огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И надо сказать, в последние дни я с особо обостренным чувством вспоминаю, что я горожанин. И у нас в городе завершаются работы по реконструкции нашей главной транспортной артерии города. Да? И Антон Анатольевич Алексеенко, заместитель главы города Якутска по развитию территории. Ну, тот, который отвечает за, скажем так, вот этот проводимый огромный регламент работ. Ну, мы встречались с вами год назад, задавали много вопросов, почему так, а не эдак, там, и так далее, и так далее. Надо сказать, что многим горожанам облик нового проспекта, он нравится. Чисто визуально, чисто с потребительской точки зрения, то есть и вот эти материалы новые, которые применены, да, и даже с точки зрения небольшого дизайнера, я как бы режиссер телевидения, могу считаться дизайнером, да, вот визуальный облик проспекта, он, можно сказать, и современный, и в какой-то мере, в меру очень архаичный, который намекает на то, что у города огромная история. Давайте вот начнем вообще с перечисления всех видов работ, которые были сделаны, то есть в каком состоянии был на зиму 2020 года проспект Ленина, да, когда начались работы. Мы же столкнулись прежде всего с огромной задержкой из-за обнаружения останков. Да, и вот сейчас что предстало перед изумленной публикой. Да, здравствуйте, Дмитрий. Действительно, проспект Ленина вот уже 2 года — это основная стройка нашего города и самая медийная стройка нашего города. Объем работ действительно, ну, не сказать колоссальный, но, наверное, близко к этому. Никогда в таком объеме работы не проводились. Если говорить конкретно по тем видам работ, которые были проведены и которые сейчас завершаются, ну, из самого значимого это, конечно, ремонт самого коллектора. Это замена грунта в объеме, ну, довольно значительном, местами до 2–2,5 метров мы меняли грунты, полностью основания. Это, конечно, асфальтирование, это мощение с применением натурального гранита и вибропрессованной плитки, да, соответственно, с установкой бордюрных камней. Это полностью замена системы освещения и линии связи, да, с устройством кабельной канализации. Это озеленение, это обустройство общественных пространств. Как мы видим, полностью провели работы по замене мощения Московского сквера, полностью поменяли площадь Дружбы народов, которая на сегодняшний день, на мой взгляд, вообще сейчас самая симпатичная площадь города получилась. Даже лучше, чем площадь Ленина? Ну, к площади Ленина, наверное, мы еще вернемся. Да, это отдельный объект, который также будет реализован в ближайшее время. Но он не вошел в полной мере в работы по проспекту Ленина, так как это отдельная стройка. Мы сейчас говорим о тех общественных пространствах, которые вошли в объем работ именно самого проспекта. Ну и, соответственно, это малые архитектурные формы, теплые автобусные остановки, которые появятся в самое ближайшее время. Ну, в общем-то, это все виды работ, которые были предусмотрены. Я в какой-то мере ваш коллега, да, то есть я вовлечен в процессы, которые называются там промышленно-гражданское строительство, да, в какой-то мере. В принципе, я знаю, что ребята оперируют количеством самосвалов, которые, ну, как-то я приехал в Алдан и говорят, вот видишь ту гору? Вот она стояла чуть левее, да? Мы вывезли, допустим, 40 тысяч самосвалов скального грунта. Вот это объем поднятого и увезенного грунта по кубажу примерно сколько? Ну, можно посчитать. У нас протяженность... Навскидку. Навскидку, я думаю, что весь объем замененного грунта — это порядка 60 тысяч кубометров. Если пересчитать в самосвалы, ну, примерно по 25–30 кубов можно возить в четырехосном самосвале. Итого сколько рельсов получается? Там 60 тысяч, если кубов разделить на, ну, грубо на 20, да? Да. 30 тысяч. Ну, примерно. Ну, 30 тысяч, наверное,
наверное, может быть, чуть поменьше, но примерно где-то в этом объеме. Нет, ну я видел, потому что работы же были разделены на несколько, скажем так, объектов. Мы шли в два этапа. Первый этап — это центральная часть от площади Орджоникидзе, грубо говоря, до улицы Кулаковского, которую мы в прошлом году вводили не в эксплуатацию, но, скажем так, завершали основные виды работ. Да? И в этом году у нас было два участка производства работ. Это от Хабарова до гостиницы «Лена», назовем так, да, и участок от Кулаковского до улицы Красноярова. Участки сложные в этом году были. Участок между Хабарова и проспектом Ленина, там у нас коллектор залегает довольно глубоко, довольно большой объем замены грунта был. А участок от Кулаковского до Красноярова, до Дежнева, там осложнен тем, что у нас есть водный объект. То есть там тоже в несколько этапов проводились земляные работы, осложнены они были наличием талых и грунтовых вод, но тем не менее справились, скажем так, дорожники с этой задачей. Большой объем переустройства газовых сетей также на этом участке был. Тоже были по объективным причинам задержки, такие же, скажем, как непредвиденные случаи с раскопками археологическими, да, которые нам почти 2 месяца задержки дали. Здесь технологического плана были сложности, но тем не менее преодолели их. Да. Сейчас, конечно, небольшое отставание по производству работы у нас есть, но стараемся нагнать. А с ресурсниками отработали нормально, да? То есть такого чуть ли не правило, когда укладывают новый асфальт, потом через неделю приходят то ли газовики, то ли водоканалы и говорят: о, ребята, мы тут забыли. Последние годы в рамках вообще дорожного строительства, не только по проспекту Ленина, но в целом, да, мы же формируем план дорожных работ, мы стараемся очень четко синхронизировать свои работы с инвестпрограммами ресурсно-снабжающих организаций. То есть, как правило, за год до либо накануне проведения дорожных работ у нас заходят и газовики, и водоканал, устраивают свои сети, где-то ликвидируют дефицит, где-то переустройство делают. И, соответственно, после этого мы заходим туда дорожными работами. Точно так же было и здесь. Завершили работы по переустройству газовых сетей, формированию дорожного полотна, и только потом мы вышли на асфальтирование. Также на участке, о котором я говорю, от Кулаковского до Дежнева у нас и водоканал свои сети переустраивал, и газовики, и по сетям связи были проведены работы. В общем-то, сработали, можно сказать, синхронно. Одним из фишек нового проспекта это был концепт чистого неба, да? Одним из фишек. Но поскольку я часто туда-сюда катаюсь, да, по проспекту, я вижу, что проводов еще много. Совершенно верно. Сейчас пока освещение... вообще надо сказать, что, признаемся честно, работы по обустройству наружного освещения, они в полной мере еще не завершены. Да? Это один из видов работ, по которым у нас на сегодняшний день действительно идет отставание. Сейчас привлекаются дополнительные бригады электриков, но тем не менее отставание пока еще есть от графика. Да? Это мы, скажем так, не скрываем, говорим как есть. Работы действительно много, и на сегодняшний день, да, пока работы не завершены, у нас еще наружные линии присутствуют, потому что это временная линия. Да? Мы же открыли движение по проспекту, но без освещения, соответственно, мы его открыть не можем. Поэтому сейчас пока по временной схеме у нас провода висят. Но вся кабельная канализация, она уже проложена в соответствующих каналах, заведена на опоры. Вот те, наверное, уже которые, может быть, мемами стали, да, вот эти фотографии, где огромное количество кабелей у нас перезимовали, да, и все горожане уточняли: ничего себе, как такое возможно, да. Вот мы сейчас их планомерно, системно убираем в шкафы управления. И, соответственно, как только мы работы эти завершим, да, мы сможем полностью снять наружные линии освещения, внешние провода. Как настройки вводятся, Антон Анатольевич? Мы смотрим, да, замечательные опоры освещения. Под чугун или это чугун, я не знаю. Литые элементы чугунные есть. Литые элементы есть чугунные. Да. Вообще по материалу мы немножко еще коснемся. Замечательно. То есть практически как чуть ли не на Невском проспекте и так далее. И рядом стоит такой жестяной шкаф. Вот нельзя было предусмотреть опоры, скажем так, со встроенными какими-то элементами, которые все это технологическое добро бы прятали. Я думаю, что рынок, он предлагал такие решения.
Здесь есть, как обычно, ряд нюансов. Да. Изначально мы предполагали, что все-таки мы все провода непосредственно в саму опору спрячем. Да. Но когда начали погружаться вот во все эти нюансы, да, связанные и с линиями освещения, и с линиями связи, плюс надо помнить, у нас на проспекте будет введена интеллектуальная транспортная система, да, со своими дополнительными шкафами управления, детекторами, камерами и так далее и тому подобное, контроллеры светофорных объектов. Это все разные сети, разные системы, которые требуют разного допуска и так далее. И упаковать их всех в одну, скажем так, оболочку, ну, не представляется возможным, потому что даже допуск у специалистов к силовым кабелям одна категория допуска, к светофорным объектам другая, к связи третья и так далее и тому подобное. Плюс ко всему мы все-таки с вами живем в регионе с определенным климатом, да, и вся вот эта кабельная продукция, она имеет свойство замерзать на морозе, ломаться и так далее и тому подобное. Все-таки, исходя из условий эксплуатации, мы приняли решение, что все-таки нам нужен внешний шкаф, в который будет доступ, где можно спокойно работать в любое время года, не нарушая целостность других систем. То есть вот мы пошли по такому пути с точки зрения нормальной эксплуатации и надежности. Можно было бы, наверное, говорить о том, что можно все упаковать, законопатить в одну опору, да, чтобы ничего не было видно, но это не технологичный подход с точки зрения управления. Чисто эстетически было бы куда приятнее, да? Ну, скажем так, мы постарались все-таки все шкафы, которые мы вешаем на опоры и ставим приставные, сделать такого же цвета, как сами опоры. То есть, если где-то они сейчас немножко недокрашены, надо понимать, что эти работы будут завершены, и бетонные стаканы, которые под шкафы выведены, они все будут полностью стилизованы под такой темно-графитовый цвет и закроются озеленением. То есть это уже, скажем так, проблема отделочников, которые... Ну, это не проблема, это процесс. Это процесс. Что с переделками? То есть многих, давайте вот подойдем с точки зрения дилетанта. Да? Вот им кажется, что вот сидит Алексеенко, у которого там миллиарды денег, и он просто вот так вот этому сюда и так далее, и так далее. Да? Все мы видели, были свидетелями, скажем, гарантийных работ по укладке полотна, которые возле Ленинера были, вот, на других участках тоже были. В связи с чем это было? То есть нет ли у заказчика, у муниципалитета вопросов к подрядчику? Ну, вопросы есть всегда. Да? Надо понимать, что, во-первых, мы работаем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», который регламентирует гарантийные сроки на разные элементы, да, от 3 до 8 лет. На основание дорожной одежды свои гарантийные сроки, на благоустройство свои, на асфальтирование свои. Вот. Во-первых, объект еще не сдан. Он у нас переходящий, да, несмотря на то, что мы часть работ завершили в прошлом году, сам по себе объект все еще не сдан. Это тоже надо помнить. И претензионная работа муниципальным заказчиком и службой технического надзора, она ведется постоянно. Если посчитать общее количество предписаний, замечаний, которые были выданы в рамках, за эти 2 года, да, их порядка, наверное, общее количество замечаний порядка 700, наверное, будет, да, а количество предписаний больше сотни. Вот. Надо сказать, что все недостатки, которые выявлены, они устраняются в рамках гарантийных обязательств. То есть это не несет никакой дополнительной нагрузки на бюджет ни муниципалитета, ни бюджет республики. А на конструктив дороги? Смотрите, вот мы, если говорить о асфальтобетонном покрытии, да, мы в этом году заставили подрядчика поменять почти 5500 квадратов асфальтового покрытия, которое не отвечало требованиям по результатам испытаний. Соответственно, это же огромные деньги, это больше, наверное, порядка 30 миллионов рублей, которые понес подрядчик убытков за то, что некачественно выполнил работу. Поэтому мы тут очень категоричны. Да? Там, где необходимо, вот у нас, допустим, был гарантийный случай просадки возле Института космофизики. То есть, да, конкретно недоработка, некачественно выполненная работа. Разобрали бордюрный камень, дополнили, основание, уплотнили его и заново заасфальтировали. То есть тут вопросов нет. Все гарантийные работы, несмотря на то, что какие бы они сложные не были, они выполняются подрядчиком. Давайте назовем подрядчика. У нас генеральный подрядчик — это ООО «Дорстрой», субподрядная организация КИН-95. То, что касалось материалов, да,
возвращаемся еще раз к этому. Еще раз. Шершавый гранит – это супер. Это как показала эксплуатационная, вот, то есть зима пережила, люди скользили меньше и так далее, и тому подобное. То есть меньше травм, больше здоровья у горожан – это хорошо. Велодорожки. Впервые вообще в центре города проектно и реализованы велодорожки, то есть как специально выделенная полоса для отдельной категории, скажем так, мобилизации граждан. Да? То есть по велодорожке же могут передвигаться, кроме того, и колясочники, я так понимаю. Ну, совершенно верно. Скутеристы. Ну, вообще велодорожка все-таки на ней приоритет для движения велосипедистов, да, и если вы как пешеход будете идти по велодорожке, то, скажем так, попадя в травмпункт с насаженными велорогами, пожалуйста, все свои претензии можете потом куда подальше, потому что, еще раз, это специально выделенный элемент инфраструктуры для движения велосипедистов. Соответствующую разметку мы также будем дополнительно наносить, да. Ну, надо понимать, что вот велодорожка в первую очередь для велосипедиста. Действительно, мы в рамках проектирования проспекта большое внимание уделили именно этой категории, да, потому что велосипедистов на самом деле у нас много, ну и каких-то роллеров, кто может быть там на самокатах ездит, да, то есть на средствах индивидуальной мобильности, пожалуйста, вот пользуйтесь, да, не нужно выезжать на проезжую часть, для вас обустроена специальная зона, да, мы даже в какой-то степени пожертвовали, может быть, шириной, да, ради пешеходов и людей, которые пользуются средствами индивидуальной мобильности, для того, чтобы им создать благоприятные условия. Если вот летом посмотреть, я, допустим, по проспекту хожу очень часто, да, то есть мне, во-первых, удобно, во-вторых, мне самому нравится, да. Летом огромное количество пешеходов на проспекте. Люди просто вышли гулять на улице. Это и молодежь, это и люди старшего поколения, это и вот мамы с колясками, да. Действительно, вот как бы ни казалось, что он там широкий, да, это пешеходная зона. Не вмещает. Ну, на некоторых участках действительно поток очень плотный, да. То есть мы создали фактически элемент городской среды, который просто своим наличием привлекает горожан, да, то есть просто выйти прогуляться по проспекту. Это удобно, это комфортно, это даже сейчас в стадии еще незавершенного объекта он уже приносит как бы такую нематериальную пользу, да, можно даже сказать. Вот. Как только его завершим озеленение, да, я считаю, что будет эффект еще более замечательным. А по материалам, да, действительно, мы постарались применить материалы, ну, где-то для нашего города новые, но это и натуральный гранит, и вибропрессованная плитка, которая действительно показала себя очень хорошо с точки зрения эксплуатации. Она и прочнее, она и меньше стирается, не такая скользкая. В целом эти подходы мы в дальнейшем и на других улицах, да, ну, по граниту, наверное, в меньшей степени, а вот по вибропрессованной плитке будем стараться применять и при благоустройстве других улиц. Ну, у нас есть, вернее, у наших, получается, начинаний, есть один такой очень зловредный враг – это пеньки. Да. Давайте вот отдельно разберем, как мэрия боролась с пеньками. Ну, смотрите. Потому что, ну, чем бы там его не покрывать, да хоть корабельной обшивкой, да, скажем так. Да, абсолютно правильно. То есть невозможно там похоронить пенек навечно. Да? Это процессы, которые, ну, они необратимы. Да? В результате там попеременного замораживания и оттаивания все объекты, которые погружены в деятельный слой, они рано или поздно под воздействием сил морозного пучины вылезут наверх. С этим бороться бесполезно. Ну, можно, конечно, там, точечно пригрузить чем-то, да, но в рамках там, линейного объекта это невозможно. Надо понимать, да, что проектная документация разрабатывалась там, у нас 19-20 год. На тот момент было проведено изыскание и обследование всей территории производства работ. Было зафиксировано, вот я могу ошибаться, да, мне может там, немножечко совру, но порядка то ли 102, то ли 112 пней на проспекте было отфиксировано. Опа, прямо на карандашик брали? Конечно, конечно. Они вошли в объемы работ по корчевке и фактически были выкорчеваны во время замены грунта. Но поскольку процесс этот необратимый, он идет в процессе стройки, и даже уже в процессе частичной эксплуатации у нас стали появляться еще дополнительные пни, которые на самом деле даже не были учтены изначально объемом работ. Но тем не менее, поскольку объект не сдан, подрядчик устраняет эти вновь выявленные, скажем так, элементы. Да, на сегодняшний день уже больше 130
пней, выкорчеванного с проспекта. Ну и также в рамках гарантийных обязательств они будут дальше эти работы проводить. То есть, да, действительно, возникает пучение, приходится разбирать нашу новую красивую мостовую. Это без последствий, надеюсь? Без последствий, потому что пень выкорчевывается, засыпается сухим грунтом, уплотняется и, соответственно, далее укладывается опять. Та же плитка, которая... Абсолютно та же плитка. Гуд, хорошо, давайте к чугуне. И мне вообще очень нравится чугуни из-за своей стабильности относительно железа. Да? Я же все-таки как бы этот человек пролетарий, да? Чугун очень хороший материал, а как оказалось и для придания такого облика исторического и тому подобного центру города Якутск. Смотрите, много было споров насчет ограждений уличных. Да? Вот, все мы помним вот эти так называемые консервные банки и так далее, которые ГАИ то предписала, то потом убирали. Да? Помним. Помните эту историю? Конечно. Консервные банки в чугунном исполнении я обнаружил на проспекте Ленина. Но они гораздо ниже. Ну, скажем так, обзору не мешают, да. И т.д. и т.п. Смотрите, решение по установке пешеходного ограждения все-таки... Вот гусенького. Да, смотрите, мы все с вами видели, мы не то чтобы попытались, мы приступили к работам по озеленению, засеяли газон и так далее, но, к сожалению, все равно эксплуатация показала, что у нас пешеходные тропы народные, да, они все равно возникают стихийно то тут, то там. И пока у нас, скажем так, не выросли, не приобрели окончательный вид кустарники, да, как естественное ограждение, все-таки мы приняли решение устроить это небольшое ограждение для того, чтобы придать более такой и завершенный вид, да, и ограничить вот эти пешеходные миграцию пешеходов в неположенных местах. А вообще у нас полностью идет по всей зеленой зоне где-то у нас деревья высажены, да, где-то кустарники, то есть естественное ограждение, оно допускается. Но надо помнить, что есть еще и требования по безопасности. Все пешеходные переходы, остановочные карманы и так далее в соответствии с ГОСТом, они на определенное расстояние должны быть обеспечены ограждением. Поэтому мы все-таки в рамках безопасности также работаем. Опять же, как вспомнишь, я строитель. А вот этот национальный орнамент, можно же было без него обойтись? Это, я так понимаю, удорожание некоторые? Вы имеете в виду на шишечках, да? Незначительное удорожание в рамках общего объема работ. Это не критическая масса совершенно. Как вы уже сказали, да, мы все-таки общий вид проспекта, наверное, в таком стиле современной классики, наверное, имеем, да, то, что получилось. У нас есть и классические элементы, и современные, да, у нас там и умные опоры, и умные остановки появляются. Но, тем не менее, все-таки мы живем с вами в национальной республике, я считаю, что это вполне нормально, что мы какой-то колорит оставляем. Не, это нормально. По части озеленения. Если помните, я довольно долго в составе Общественной палаты города состоял и тому подобное. Да? И здесь очень остро ставили вопросы более специализированного, более глубокого подхода по части озеленения. Да? То есть то, что мы видели, вернее, один из моих друзей, единомышленников ПВА «Пик», да, Андрей Анатольевич Высоких заметил, столечко грунта, и туда предлагалось высаживать это озеленение. Вот если браться, я понимаю, подход такой, если браться, понимаю, что экономия, понимаю, что прокуратура бдит там и так далее, и так далее. Но, по-моему, если браться, надо было более капитальным. Части посадок этих. Смотрите, в части озеленения. Во-первых, с точки зрения профессионального подхода надо понимать, что к озеленению проспекта привлечен не просто подрядчик, это ботанический сад. То есть это максимально специалисты, погруженные в тему озеленения. С компетенциями. Абсолютно с компетенциями. Что касается плодородного слоя, понятно, что там, где газонное насаждение, да, он идет там порядка 20 сантиметров. А в тех местах, где мы посадили кусты, где мы посадили деревья, там у нас идут специальные лунки с более глубокой заменой существующего грунта на плодородный слой. Поэтому
На самом деле, сказать, что мы мало плодородного грунта завести, я с вами не соглашусь. Очень большая работа была проделана по замене грунта именно в зеленых зонах. Да, вот на участках, которые еще не завершены, это еще предстоит проделать, да, ну, где-то уже начато, где-то еще предстоит проделать. Но там вот, где мы завершили работу в прошлом году, и озеленение было весной, ну, я думаю, многие уже обратили внимание, что даже и газон уже прижился, и многие кустарники и деревья уже как бы колосятся, да. Конечно, нужно продолжать, во-первых, полив систематически, стрижка газона. Да, есть места, где он там местами вытоптан, где завершались работы по установке электрических шкафов, это все будет доделано, да, это как бы мы не оставим в таком виде. Но тем не менее, озеленение — такая история, опять же, это не какая-то точечная штука, это процесс. Нужно постоянно как бы ухаживать, поливать, стричь, поливать, стричь, поливать, стричь, и за год озеленение, оно не появляется из воздуха. Ок. Я ж тут как бы делегировал сам себе мнение, ну, определенной категории граждан, которые всем недовольны. Ну, обычно бывает, да? Смотрите, я, в принципе, возраст такой бубнящий, да, и, соответственно, подход тоже, и глаз тоже острый, к сожалению, возможно. Смотрите, многие вообще говорят такое, вот мы очень часто жалуемся на культуру. Вот те же пешеходы, которые выходят, я совершенно злонамеренно сказал, тот из пешеходов, который на велодорожке будет сбит или там получит какие-то травмы, возможно, со стороны велосипедистов и так далее, будет неправ, потому что он будет находиться на специально отведенной зоне для определенной категории граждан. Там, на колясках инвалидных, на велосипеде, на самокатах и тому подобное. Поэтому гуляющие граждане, пожалуйста, обращайте внимание, вот где темно, это велодорожка, где светло, там можно ходить. А как еще иначе? Ну, нет абсолютно понимания того, вот так вот идут шеренгой люди, и перегородив и всю велодорожку и так далее. Это раньше были на всех велосипедах такие вот звоночки. Сейчас приходится велосипедистам, я сам велосипедист, я сам развивал вот эту структуру и так далее, я знаю, приходится орать, возможно, матом. Чтобы, ну, не дай бог, как в году там нулевых, еще раз, на велосипедах обычно есть такие рога, которыми управлять легче. И вот эти рога, в случае, если под ребро вашего идет, мало не покажется. Зачем нам вот эти все тяжбы там, и так далее, когда можно обойтись одной очень элементарной вещью? Просто посмотреть цвет покрытия, по которому вы идете. Если темный, это велодорожка. Если светлый, это гранит, по нему можно ходить. Я не перестану говорить об этом, но еще раз. Сейчас мы коснемся еще одного аспекта нашей общей городской культуры. Да? Антон Анатольевич, выезжаю я с Кулаковского, допустим, и еду до площади Ленина. С парковками, вернее, с полосами движения, там все нормально. Там 4 полосы. Вроде бы парковки те же. То есть люди паркуются вот так, или елочкой, и так далее. Вроде бы шире. Начиная с площади Ленина в сторону площади Орджоникидзе, проспект сужается до 2 полос. Что это? Либо фейл просчета, либо это все-таки следствие, скажем так. Вот люди же у нас такие. Вот я, вот мое авто, вот моя точка предназначения, ну, присутствие на место, либо торговая точка и так далее. И я должен остановиться именно в 3 метрах от этой точки моего назначения. Нет, чтобы, как в других городах, оставить за 2 квартала машину, пройтись пешочком по обустроенной улице. Нет. Еще раз нет. И все-таки официальный комментарий – это просчет проектантов или это все-таки следствие нашей низкой культуры? Давайте, значит, будем по порядку. Ширина полос, ну, вообще ширина проезжей части по проспекту не сузилась. Это вы верно подметили. То, что мы создали дополнительную инфраструктуру пешеходную и велодорожки, да, соответственно, мы где-то уменьшили, может быть, парковки, где-то зеленую зону подкорректировали. И мы в целом постарались перейти все-таки на более безопасный и правильный метод параллельной парковки или парковки косой.
Сам процесс проектирования проспекта, он проходил довольно долго, довольно упорно и с большим вовлечением горожан на стадии публичных слушаний, обсуждений и так далее. И вот те подходы, которые мы приняли, да, они же были приняты не исходя из того, что кто-то принял волевое решение, вот я хочу так и никак иначе. Мы обсуждали абсолютно все аспекты инфраструктуры, да, абсолютно все элементы обустройства проспекта Ленина и консолидированно, в том числе с обществом там, велосипедистов, инвалидов, пешеходов, общественной палаты, да, ну, то есть всех, кто так или иначе принимает участие в этих процессах обсуждения, мы приняли решение, что вот проспект будет такой. Это окончательное решение, и это не просчет, это наш с вами выбор. Мы его сделали таким для всех категорий граждан, потому что проспект — это не дорога, это улица, центральная улица города, по которой люди в том числе ходят пешком. Да, на сегодняшний день есть определенная сложность с запаркованностью, но, я подчеркиваю, неправильной запаркованностью. К сожалению, далеко не все, но определенные автолюбители, да, собственники авто паркуются неправильно. И с этим надо работать. Знаки все соответствующие у нас висят. Информационно мы это тоже подсвечиваем. Вот парковаться надо так, а не иначе. Совершенно правильно вы говорите, что вот у нас бытует такой подход, да, что я должен подъехать не то что к крыльцу, да, вот к первой ступеньке. И если я автолюбитель, да, вот я подъехал к первой ступеньке, оставил свою машину, а дальше никому ничего не волнует. Но это совершенно не так. Проспект предназначен, ну, и приспособлен для того, чтобы по нему ходить пешком. Если вы не можете припарковаться конкретно у одного, там, вашей точки предназначения, да, ну, припаркуйтесь чуть подальше. Вот. Работать надо, и сейчас ГИБДД уже тоже активно работает в этой части. Ну, конечно, эту работу надо обязательно усиливать, ну, как говорится, кнутом или пряником, да, эвакуаторами, вывозами и так далее, но надо приучаться к правильной эксплуатации проспекта. Если говорить о том, что парковочных мест стало меньше, ну, возможно, да, на определенных участках их стало меньше, но они все стали безопаснее. То есть параллельная парковка, она значительно безопаснее. Выезд с нее не затрудняет движение по полосам. Поэтому это, ну, скажем так, современный подход, который применяется во всех крупных городах. Посмотрите, там, в той же Москве, да, там вообще политика платной парковки, к которой мы, наверное, когда-нибудь тоже придем, но... В общем, так, как сейчас, так не должно быть. Давайте я предложу решение, которое, ну, до 80-х годов было. Частный транспорт вообще на проспект запрещался. Запретить заезд на проспект частного транспорта. Это прерогатива, я так понимаю, не федеральная, это местное законодательное Совершенно верно. решение, может быть. Поэтому новому составу законодательных органов всех уровней, да, в принципе, нужно рассмотреть еще раз. Либо мы применяем методы, как расчистили улицу Кирова с вот этих вот машин, да, хотя это бесполезно, на самом деле. У нас, ну, вывезут одного человека, массово надо вывозить, и тогда, в принципе, будет чистота. Еще раз, я и автолюбитель, но я очень часто хожу пешком, и вообще предпочитаю в дневное время приехал на работу, автомобиль поставил, можно где угодно, там, возле 17-й школы. Вот мы находимся на Орджоникидзе 48, к примеру, да? Прошел пешком, посмотрел на людей, посмотрел на, как развивается город. Эпатажа. То же самое можно применить по отношению к проспекту. Если вы работаете где-то в административном учреждении там, и так далее, которое расположено, пройдите пешком. Найдите парковку, которая, ну, менее загружена и так далее. Не создавайте вот таких вот проблем. Еще раз, кому приятно будет, если приедет эвакуатор в сопровождении ГИБДД и ваша машина? Ну, возмущений бывает очень много. Очень много. Это просто элементарно неудобно. И в этой части, ну, мы видим работу ГИБДД, но оно как-то точечно. Допустим, проспект Ленина, вот возле прямо Дома правительства, да, сторону, значит, в которых Тревелерс кафе прилегает, они расчищают эвакуаторами, а там есть кармашек, который, ну, автобусный, который пока не эксплуатируется, но, тем не менее, с нарушением товарищи паркуются. Ну, я грешил пару раз, скажем так, потом подумал, зачем мне связываться, если там вот на той стороне эвакуатор работает, они же могут переехать, минута делов, переехать на эту сторону и увезти мою машину. Поэтому это призыв ко всем на самом деле. Ну, смотрите, вот так вот парковаться нужно, а не вот так ставить и выставлять корму своей машины на... Это и риск дополнительный. Конечно.
То есть, если я в себе уверен, то я же не могу быть уверен за того мигранта, который, ну, возможно, к правому рулю привыкает только. Ну, если мы говорим о массовости, да, вот принятых решений по вывозу и так далее, то есть надо понимать, что проспект пока еще не открыт в полной мере. Да. Вот как только мы работу завершим, у ГИБДД появится законная возможность, да, как завершенная ремонтом, введенная в эксплуатацию улица, да, более массово работать. То есть сейчас мы как бы пока точечно работаем именно там, где конкретно создают там угрозу безопасности или затрудняют именно движение. Да. Ну, то есть в конечном итоге мы все равно массово на это выйдем. То есть надо уже к этому привыкать. ГИБДДшники, вообще притча во языцах, что мэрия постоянно спорит с ГИБДД. Они идут навстречу пожеланиям? Ну, скажем так, мы постоянно очень плотно совместно работаем. Где-то у нас есть там, скажем так, спорные моменты, но так или иначе, как правило, всегда находим общий язык. Ну, по-другому нельзя. Светофоры вот на Орджоникидзе — это не спорное решение? Смотрите, все, что касается, вот сразу хочу всех предупредить, светофорных объектов на проспекте, да, допустим, они и при прилегающих улицах сейчас пока приоритеты выстроены не в окончательном виде. Это все пока временная история. Как только полностью будут завершены работы, мы полностью сделаем приоритизацию на проспект, постараемся там выстроить зеленую волну. Временные светофоры, которые, допустим, там у нас раньше появился при закрытии проспекта на Амосово, мы там уберем и так далее. То есть мы приведем это все дело в завершенный вид. Сейчас пока немножко, конечно, неудобства создаются, да, ну, немножко надо потерпеть. Мы планируем в конце октября работу по проспекту закончить. Да, и когда он все-таки будет введен? Ну, у нас контрактные сроки — это конец октября. На сегодняшний день, как я уже говорил, остались ряд работ по наружному освещению и электрическим шкафам, малые архитектурные формы, автобусные остановки необходимо доделать. Небольшой объем работ по мощению у нас остался на участке от Дежнева до Красноярова. В принципе, основные работы по асфальтированию у нас все завершены. Там небольшое количество съездов и карманов у нас оставалось вторым слоем пройти, но это практически там, в течение нескольких дней будет завершено. Самое объемное у нас осталось — это линия наружного освещения, довести до ума, убрать внешнюю проводку. И элементы благоустройства. То есть 3 теплых автобусных остановки надо будет поставить, еще всего 11 павильонов, скамейки, урны. Вот на московском... Урны, да, кстати. Да, проектом предусмотрено, там больше 100 урн у нас на проспекте появится. Какого вида, главное? Ну, скажем, соответствующие вот эти? Ну, да, мы же работаем в рамках единого проекта и единой концепции, да, поэтому и малые архитектурные формы, да, элементы обустройства, они также будут вот в этом стиле, назовем его так, неоклассического. Хорошо. Автобус когда запустим? Автобусы, смотрите, мы не можем запустить автобусы, пока объект не полностью не завершен, не сдан в эксплуатацию. Да. Если мы говорим, что работы завершатся у нас в конце октября, то примерно к этому времени мы планируем и подойти к запуску автобусного движения на проспекте. То есть к этому моменту у нас все остановки должны быть, все знаки, полностью освещение, да, информационные какие-то стенды и так далее, навигация. Примерно так. Первая декада ноября, примерно так, да? Ну, я думаю, что так. Я думаю, что так. Потому что нужно... У нас же надо... Как ситуация сложилась, да? С ремонтом проспекта. Вообще на проспекте было 11 маршрутов, да, которые мы сейчас распределили по параллельным улицам, где-то поменяли. К чему-то уже горожане привыкли ездить, да, то есть это довольно большая работа будет правильно вернуть маршруты на проспект, чтобы не ослабить другие улицы. То есть не все вернутся, да? Это пока обсуждаемая тема. Это обсуждаемая тема. Вообще тема общественного транспорта, она у нас постоянно в разработке. Мы и как комплексные меры проводим, да, по формированию новой маршрутной сети, так и точечно стараемся под, скажем так, запросы горожан вводить какие-то изменения. В общем-то, мы уже сейчас заняты вопросом того, в каком количестве и каком виде маршруты зайдут на проспект, но, я честно скажу, это пока еще обсуждаемый вопрос. Завершающий вопрос, Антон Анатольевич. Когда ли дедушку Ленина вернут? Дедушку Ленина.
Ну, смотрите... Ну, я так понимаю, это не ваш объект в полной мере, да? Какой-то? Ну, площадь Ленина будет реконструироваться. Ну, вот первый этап сейчас уже идет, да, в рамках республиканских мероприятий, службой госзаказчика проводятся работы. Как вы все знаете, один из ключевых проектов благоустройства в рамках реализации мастер-плана у нас — это реконструкция площади Ленина, которая должна быть завершена к следующему году. Сейчас уже конкурсные процедуры по определению подрядчиков там завершаются. В этом году уже начнутся работы по благоустройству. Но вот первый этап, который сопряжен именно с памятником Ленина, да, насколько я знаю, сам памятник будет, ну, где-то в конце октября уже стоять на месте. Я надеюсь, я задал все вопросы, которые вас интересовали. Но извините за мою предвзятость какую-то в определенных моментах по части там, велосипедистов и так далее. Все-таки я лет так 20 катаю, активно катаю причем. И спасибо руководству муниципалитета. Антон Анатольевич, лично большое спасибо, что пришли, не побоялись и ответили на огромное количество вопросов, которые на самом деле вот реально волнуют горожан. Многие будут правы в том, что ты сидишь там в студии, там, какое право имеешь, там, станьте за 2 квартала и так далее, когда у нас декабрь и минус 50, возможно. Я все это понимаю, все это отлично. Как бы это. Но еще раз, правила есть правила, законы есть законы. И все-таки мы живем как бы не в анархическое время. Мы живем по законам, по государственным, по общепринятым. Есть разного уровня закона и федерального уровня, республиканского. Есть законодательные акты, которые принимаются на уровне муниципалитета. Так что давайте... На самом деле проспект стал хороший, он стал реальным проспектом. Перспектива такая, да, и чисто эстетически меня, как горожанина, и многих из вас, наверное, вполне устраивает. Ну, давайте дождемся завершения работ, когда там все будет сделано, и окончательную оценку, проведенную муниципалитетом. Огромной работе дадим после вот этого. Антон Анатольевич, мы с вами постоянно на связи, так что... Конечно. Зовите в гости, с удовольствием приду еще раз. Как только, да, работы будут завершены, как только сформируется окончательное мнение, мы с вами это обсудим очередной раз. Это была программа «Один из нас». Смотрите.